В Симферополе прошло очередное судебное заседание по так называемому делу 26 февраля. С 10 утра несколько раз объявляли перерыв. В итоге следующее заседание по делу Ахтама Чайгоза назначено на 9 августа. Зампред Меджлиса отказался признавать себя виновным и считает предъявленное обвинение некорректным и размытым. Ему вменяют первую часть 212 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием и уничтожением имущества» от 4 до 10 лет. Первый блин комом. На предварительном слушании прокурор ходатайствовал об участии Ахтама Чайгоза в режиме видеоконференции, то есть опосредованно через видеосвязь. И мы столкнулись с рядом технических сложностей. Первую половину дня суд не мог настроить нормальную связь с изолятором, объявлялось несколько перерывов. По сути, все эти моменты легко бы решались в случае его доставки в зал судебного заседания, но, видимо, здесь, в Крыму, российская власть хочет использовать, обкатать новую дискриминационную норму, при которой по ряду составов подсудимый не участвует непосредственно в зале суда. И, несмотря на все сложности, они продолжают упорно включать эту видеоконференцию, через которую слышно только через 2 слова, через 3. Мучений крымских татар, чтобы ни одной нации не касалось. Всегда я так говорил, вот я честно говорю в этом возрасте. А теперь говорю, дай Бог, чтобы вас это коснулось. Может, тогда вы поймете. Над крымско-татарским политзаключенным сначала поиздевались, затем отправили в карцер. Речь идет о Руслане Зейтулаеве, которого обвиняют в причастности к запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в своей странице в Facebook.